Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимов провел совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авицба, в совещании принимали участие представители администрации президента России и Министерства по делам Северного Кавказа. На встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, кредитования по линии инвестиционного агентства и софинансирования социальных и бюджетных выплат. Также обсуждались возможности обеспечения перетока электроэнергии из России на территорию Абхазии. В нашем выпуске накануне мы рассказывали о состоявшемся в селе Адзюбжа собрании актива. Помимо озвученной резолюции, собравшиеся обратились к депутату Народного собрания, избранного от этого округа, Аслану Бжане. Текст обращения мы предлагаем вашему вниманию. Уважаемый Аслан Георгиевич, в последнее время обострилась общественно-политическая ситуация в стране. Оппозиционные силы стали призывать народ к митингам, к всенародному сходу, к радикальной смене власти. Одним из ярких представителей оппозиции являетесь вы, Аслан Георгиевич. Дело, как говорится, хозяйское. И то, что вы в оппозиции, ничего в этом предосудительного нет. В каждой стране присутствует оппозиция, и Абхазия не является исключением. Правда, оппозиции рознь. Во время парламентских выборов жители нашего села абсолютным большинством поддержали вашу кандидатуру, уверенные в том, что именно вы тот человек, который будет прислушиваться к мнению своих избирателей, выражать их интересы. В сложившейся на данном этапе общественно-политической ситуации мы ожидали, что вы встретитесь с нами, разъясните причины и убедите своих избирателей в необходимости столь радикального решения вопроса. Но этого не случилось. Уверены, что депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия должен часто встречаться со своими избирателями, или они нужны только для достижения своей цели. Мы надеялись, что, делегируя вас в парламент, вы будете работать над законами, защищающими интересы народа-труженика, а не призывами к свержению власти. И, наконец, хочется спросить вас, Аслан Георгиевич, в период предвыборной кампании вы клятвенно заверяли нас, что будете часто встречаться с нами, вникать в наши проблемы, учитывать наши мнения. Так где же вы, когда, если не сейчас? Или обещание остается обещанием? Снова разочарование. Председатель совета села Адзюбжа Муцпа. О необходимости развития концепции молодежной политики в стране шла речь на состоявшемся сегодня в Сухуме первом круглом столе, организованном Государственным комитетом Республики Абхазия по молодежной политике. Представители Госкомитета, районных молодежных комитетов, депутаты парламента обсуждали актуальные проблемы, перспективы и механизмы взаимодействия. Рената Шакай продолжит тему. В самом начале встречи всем присутствующим был представлен разработанный Госкомитетом проект положения о круглом столе, который определяет его статус, цели, задачи и порядок проведения круглых столов при взаимодействии с представителями районных комитетов по молодежной политике и молодых активистов из всей страны. Учитывая, что мы напрямую никак не взаимодействуем, наше взаимодействие только носит рекомендательный характер, у Госкомитета с районными комитетами. А вот у районных комитетов вообще нет никакого взаимодействия. По сути, так получается, и так мы работаем. Хотелось бы как раз именно благодаря этому круглому столу, этому собранию наладить механизм взаимодействия между всеми комитетами. Теперь подобного рода встречи будут проходить раз в месяц. Предусматриваются и выезды по районам, чтобы непосредственно на месте обсуждать проблемы. Но еще в чем плюс этого заседания, то что мы на следующий год, то есть этот год мы уже каждый сформировали бюджеты районные, но на следующий год мы можем заложить общие мероприятия, которые мы будем проводить масштабно, то есть по всей Абхазии. Не только Госкомитет, так невозможно, чтобы по отдельности каждый реализовал. Только в тесном взаимодействии мы можем реально найти способ решения проблем, связанных с молодежью. У нас их много, и мы все их знаем. Чтобы понять все проблемы молодежи, нужно чаще выезжать в районы и села, устраивать какой-нибудь досуг, отметил участвовавший в круглом столе депутат Народного собрания Беслан Смыр. У нас сегодня в районах, где нет бюджета практически, там отсутствует какая-то политика молодежная. Все сами по себе устраивают такие футбольные матчи, какие-то, на местном уровне. Это тоже правильно. Я считаю, что ваша организация должна контролировать, в каком плане, помогать, содействовать.
Все проекты Государственного комитета, по словам главы Госкомитета Тимураза Квикискири, нацелены на то, чтобы молодежь Абхазии как можно больше была задействована в масштабных мероприятиях. Госкомитет продолжит проект летнего образовательного лагеря. Из новых проектов планируются фестивали молодежи Абхазии и молодежного кино. Учитывая мою еще вторую профессию как режиссер, провести этот фестиваль. Это будет международный Сухумский фестиваль короткометражного кино. Сюда приедет очень большое количество человек, уже более 2000 заявок. И эта география расширена до Австралии, Китая, Латинской Америки, Западная Европа. У нас будут проходить мастер-классы для любых желающих. Известные режиссеры России будут проводить мастер-классы. Любой, кто относится к творчеству, кто неравнодушен, пожалуйста, может приходить. Это то, что касается именно кино, и в принципе она захватывает культурную часть. Государственный комитет по молодежной политике готов предложить разработку социальных роликов, акций и тренингов, подчеркнул Тимураз Квикискири, затрагивая темы ДТП и распространения наркомании. Акция, будь то мероприятие, что бы ни было. То есть взаимодействие с другими органами. Нужно продумать еще мероприятия и акции, чтобы мы могли взаимодействовать с Министерством образования, Минздравом, Министерством внутренних дел. У нас проблем очень много, связанных с автотранспортными происшествиями, с наркоманией. То есть здесь нужно все это прорабатывать, каким-то образом воздействовать. Понятно, что мы не можем в одиночку это все решить. Так не бывает. Даже мы, если комитеты объединимся. Эта проблема на самом деле намного глубже, чем кажется. Но тем не менее комитеты должны делать свое дело. На встрече были обсуждены и другие вопросы, касающиеся молодежной политики. Присутствующие выразили надежду, что благодаря подобным встречам будет выработан общий механизм, направленный на реализацию молодежной политики в нашей стране. Рената Шакая, Леонид Либа, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В последние дни жители поселка Агудзера Гульрипского района испытывают проблемы с водоснабжением. Еще в конце декабря на насосной станции, расположенной в поселке Бахмаран, произошла поломка, в результате чего практически весь район остался без чистой питьевой воды. Как скоро будут ликвидированы неполадки и как люди справляются с ситуацией, в следующем сюжете. На перекачивающей станции в селе Бахмаран 7 водных насосов. Этим агрегатом, снабжающим весь Гульрипский район питьевой водой, более 20 лет. Потому поломки здесь явление нередкое. Еще в прошлом году из-за очередной аварии район более месяца оставался без воды. Тогда на сумму 1 800 000 были куплены 2 новых насоса. Однако ситуация повторилась. Неожиданным подарком на Новый год для жителей района стала еще одна серьезная авария, которая привела в негодность уже 3 насоса. В результате жители поселка Агудзера уже более месяца испытывают проблемы с водой, которая изредка поднимается лишь до первых 3 этажей многоквартирных домов. Воду дают максимум 2 раза в день на какие-то полчаса. Если еще на 2-й, на 3-й этаж у людей есть возможность как-то набрать, то в силу давления на 9-й этаж вода не поднимается вообще. Конечно же, все в шоке, у всех дети, проблемы, и как-то этот вопрос надо решать. Если кто-то еще спасается, баки какие-то накопительные, то многие пенсионеры, у них нет возможности вообще. В такой ситуации в ход идут ведра, бутылки, словом, сгодится любая емкость. Пожарная привозит, но не всегда. А в основном у нас у людей есть баки, которые пользуются кирасурской водой, вот тех домов. Соседи, есть хорошие люди, дают нам воду. Наша съемочная группа обратилась в администрацию района с тем, чтобы узнать, какие меры предприняты для ликвидации поломки и как скоро в домах жителей поселка появится вода. Мы заказали с российской компанией, договор заключили на поставку этих насосов. Все 3 насоса уже оплатили, 2 насоса оплатили чуть раньше, 3-й насос буквально в пятницу, прошлую пятницу мы оплатили. И согласно договору они должны доставить их, поставить в течение 20 дней. Пока эти насосы не будут установлены на место, эта проблема, к сожалению, будет стоять. Как сказал Гурам Хаджимба, оборудование было приобретено за счет средств местного и республиканского бюджетов. По его словам, как только будут установлены новые насосы и все 7 приборов будут работать в полную мощь, проблем с водоснабжением в районе больше не будет.
Ректор АГУ, академик Олег Угварамия по приглашению ректора МГУ Виктора Садовничева принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню создания Московского университета, которое отмечалось 25 января как общегосударственный праздник День российского студенчества. В рамках поездки Олег Угварамия провел ряд важных встреч. Обо всем подробно расскажет Резмар. Сессия позади, и можно от души повеселиться. Ежегодно 25 января россияне отмечают День российского студенчества или Татьянин день. А Московский государственный университет имени Ломоносова празднует день своего основания. В этом году МГУ исполнилось 263 года. В университете проходят различные мероприятия, в которых принимает участие большое количество гостей. Долгое время этот день отмечался. Затем был предан забвению и возродил Татьянин день Виктор Антонович Садовничий в 1992 году, когда был избран ректором Московского университета. Ректор Абхазского государственного университета Олег Угварамия принимает участие в праздновании Дня студента в Москве с 1992 года. И это уже стало хорошей традицией, что, по словам Олега Алексеевича, способствует всестороннему развитию взаимоотношений между двумя университетами. Не пропустил ни один год. Представьте себе, в 1993 году, в январе, еще война не закончилась у нас, а я все-таки там выступал, потому что Виктор Антонович сделал очень много для нашего университета. Во время войны он взял к себе вольнослушательницами всех студенток, которые были беженцами из Абхазии. После войны первый вуз, который заключил договор с Абхазским университетом, это был Московский университет. Ректор АГУ Олег Угварамия в этом году, как и каждый раз на праздновании Дня студенчества в российской столице, выступил с поздравительной речью. Мне выпала честь съездить на юбилей Абхазского университета и поздравить его с юбилеем. А ректором этого университета бессменным, наверное, уже больше 30 лет, является математик Олег Угварамия, выдающийся математик и выдающийся деятель абхазского народа. Олег приехал к нам сейчас на Татьянин день. Как отметил в своем выступлении Олег Угварамия, во многом благодаря МГУ наш университет после войны сумел вновь начать работу. Ректор МГУ Виктор Садовничий не раз бывал в Абхазии. За 25 лет сотрудничества было подписано множество соглашений между университетами. Виктор Антонович был на 85-летии нашего университета. Его приезд – это доминанта всего праздника, который мы отмечали. И каждый раз, конечно, МГУ к нам приезжал не с пустыми руками, обязательно дарили нам книги, материальную базу различную. В рамках празднования Дня российского студенчества ректор АГУ провел и ряд важнейших встреч. Встречался с руководителем Российского фонда фундаментальных исследований, профессором Панченко, который изъявил желание приехать в наш университет, почитать лекции и обещал помощь РФФИ нашему университету. Со многими деканами встречался, например, с деканом факультета журналистики, профессором Вартановой, которая была очень довольна известием о том, что наш заведующий кафедрой журналистики защитил докторскую диссертацию, и она также предложила вариант дальнейшего нашего сотрудничества и готовность приехать в наш университет. Встречался, например, с заведующим кафедрой факультета юриспруденции и Авакяном профессором Суреном Адыбеговичем, который также, он уже воспитал несколько наших сотрудников и готов в дальнейшем с нами сотрудничать. Ну, естественно,
имел возможность долго говорить с Виктором Антоновичем Садовничем, который также выразил, значит, надежду на дальнейшее наше сотрудничество и говорили о конкретных делах. Например, мы предложили в этом году провести в стенах Абхазского университета выездное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов. В Москве у Олега Гварамия также была возможность лично пообщаться с членами делегации из различных стран. Более того, он получил несколько предложений посетить зарубежные университеты, в их числе приглашение в Китай и Германию. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Представители Россотрудничества в Абхазии провели встречу с абхазскими абитуриентами, желающими поступить в российские вузы, чтобы проинформировать о проведении отборочных кампаний 2018-2019 учебного года. Репортаж Алики Трапш. Ежегодно Министерство образования Российской Федерации выделяет квоты гражданам Абхазии для обучения в российских вузах. Число желающих получить образование в России с каждым годом растет. Так как количество квот ограничено, абитуриенты должны будут пройти отборочные испытания. На сегодняшний день пока еще неизвестно количество предоставляемых квот и день начала экзаменов. Но уже сейчас абхазские абитуриенты могут пройти предварительную регистрацию на сайте Russia Study. Регистрируйтесь по синему паспорту. Ставьте, указывайте второе гражданство. Не нужно бояться его показать. Но если вы спрячете от меня внутренний паспорт с регистрацией, вы пройдете у нас отбор, вам придет приглашение от вуза, вас поздравят родственники, вы будете рады. Но когда вы приедете в вуз, вас проверит УФМС, который имеет на это право, увидит у вас наличие прописки, внутренней регистрации, и ваше поступление будет аннулировано. Заявка абитуриента автоматически формируется после регистрации. Сайт Russia Study позволяет в удобной форме заполнить анкету и направить все необходимые документы для поступления. Если же у абитуриента нет возможности для самостоятельной регистрации, то он может обратиться в представительство Россотрудничества в Абхазии, где ему окажут консультативную и техническую помощь. Выбрать вуз и специальность абхазские абитуриенты могут на информационно-аналитическом портале russiaedu.ru. Стоит отметить, что квоты на специальности, которые есть в АГУ, будут представлены в минимальном количестве или же отсутствовать полностью. У нас нет возможности обеспечить ваше поступление в конкретный вуз. Если вы этого хотите, пожалуйста, самостоятельно подавайте документы во время приемной комиссии и поступайте в тот вуз, который вы хотите. Вы указываете до 6 вузов, это ваше пожелание. Вам могут пойти навстречу, могут нет. Представительство Россотрудничества в Абхазии предоставляет бесплатные курсы по информатике. Помимо этого, впервые абитуриенты предлагают бесплатный 2-месячный курс по русскому языку. Цель вот этих 2-месячных курсов – обратить ваше внимание, это для тех, кто записался и кто будет ходить по 2 дням в неделю, да, обратить внимание на те трудные случаи, которые встречаются в орфографии, в пунктуации. И если посчитать, сколько это занятий, то это где-то у нас 16-17 занятий попадает на вот эти 2 месяца. Как только будет определена квота, Россотрудничество начнет подготовительную работу по организации Абхазо-Российской комиссии совместно с Министерством образования Республики и проинформирует самих абитуриентов. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, температура 1,6, днем 3,8 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.